конкурса на туристический кластер в селе Аймикон, поэтому уже известная компания. Но третье место заняла компания консорциум 32 мая. Молодые амбициозные ребята, которые имеют очень интересные реализованные проекты не только в России, но и, например, в Латвии. Вчера мы провели дискуссию с нашими архитекторами, дизайнерами, студентами профильных вузов, где ребята смогли напрямую пообщаться с коллегами, задать вопросы, обменяться опытом. И были представлены прекрасные презентации, и Петр Леонович провел прекрасный мастер-класс по своим проектам. И все-таки что зацепило? Почему именно этот проект? Но мне кажется, вот многие члены жюри были единых мнений, что именно парадный торжественный характер площади, главной центральной площади республики, был именно в их проекте представлен, потому что два других проекта, они немножечко имеют такой характер больше рекреационной направленности, направленный на похожие решения, например, как по парку будущего поколения, куда люди должны приходить отдыхать. Все-таки не надо, мне кажется, вот как раз акцент сделан на том, что эта центральная площадь, она в совокупности с тем, что там огромное количество людей проводит время круглый год, все-таки это именно центральное парадное место, это наша центральная площадь, и она должна иметь более монументальный, более все-таки парадный характер. И сроки реализации проекта? Сроки реализации проекта очень реальные. В этом году мы сейчас по итогам конкурса будем заключать контракт на разработку проектно-сметной документации с победителем конкурса. Значит, где-то до половины 2020 года проект будет разработан, пройдет экспертизу. И, соответственно, уже в конце 2020 года мы можем начинать мероприятия по реализации. То есть, например, объявлять торги на закупки материалов, закупку элементов. И самый главный год реализации этого проекта начинается 2021, в преддверии юбилейного года. То есть 2021 год нас будут ожидать большие крупные изменения в центре города, поэтому жители должны быть готовы. А уже в 2022 году мы должны получить все-таки конечный итоговый результат. Мне, конечно, хотелось бы сейчас обратиться к нашим все-таки коллегам из сферы строительства, поставщиков, подрядных организаций, что сегодня уровень требований к качеству реализации таких проектов очень высокий, поэтому нужно быть готовым. А мы, архитектурное сообщество, с своей стороны, вот как раз управление архитектуры и градостроительства при главе республики, наша основная задача сегодня делать классные, современные, прогрессивные, качественные проекты. Мы готовы сегодня как раз во взаимодействии, коллаборации с известными ведущими архитектурными компаниями страны делать качественные проекты. И за этим должно быть уже поэтапно идти качественная реализация этих проектов. Стоимость сколько составит? Ну, стоимость, вот она, конечно, определится по итогам разработки проектно-сметной документации, но ориентировочно, вот сегодня немножко прозвучали какие-то стоимости, это где-то в районе 300-400 миллионов, пока ориентировочно. Понятно, что это все будет детализироваться, но источник финансирования – это федеральная программа формирования комфортной городской среды, и понятно, что мы будем именно в эту программу включать финансирование этого проекта. Имеется в виду финансирование за счет федеральных средств или республиканских? Это федеральная программа в целом, да, по нацпроекту. Средства идут из федерального бюджета, но, естественно, если есть возможность, то софинансирование из республиканского бюджета, и в том числе из внебюджетных источников, это только приветствуется. Имеется в виду, там, если все, просто денег не хватит, или как, по какому принципу это будет? Нет, но понятно, что главной площади республики будет особое внимание уделено, и мы сейчас, на сегодня, правительство Республики Саха-Якутия как раз планирует из средств программы, поэтому финансирование будет полностью. Федеральное? Да. А второе, третье место что получили? Второе и третье место, они, понятно, сейчас ранжированы, потому что у нас определенный призовой фонд этого конкурса, и второе и третье место – это, соответственно, стоимость как бы стимулирующей премии, скажем так, за участие в нашем конкурсе. А сколько сумма составит? Общая сумма 1 миллион 500 тысяч получает победитель конкурса, ну и 300-200, соответственно, получается за второе и третье место. А сейчас какие-нибудь изменения? Победитель? Ну, конечно. Хорошо, да. Изменения в проекте уже какие-нибудь собираетесь носить? Ну,
Что значит изменения? Сейчас, понятно, при разработке проектно-сметной документации уже будут уточняться, детализироваться элементы концепции. И мы сегодня как раз уже, именно сейчас, после открытия выставки, жители города Якутска получат возможность пообщаться непосредственно с авторами этого проекта, высказать свои пожелания, предложения. И, конечно же, мы надеемся на то, что наши проектировщики учтут эти пожелания. Спасибо большое. Здесь вот победители, коллеги. У вас есть возможность проект, можете встретиться с аплодисментами еще раз. Наши коллеги якутские. Иванович, как дела? Проходите. Ваш проект этот или этот? Пожалуйста, проект, ваш вот вопрос. этот, да? Победители проекта. Очень ответственный объект у вас был, площадь Ленина. И в чем руководствовались, когда начинали работу над проектом? Ну, в первую очередь, конечно же, это изучением, насколько это возможно, изучением города Якутска, изучением якутской культуры, пониманием значимости именно вот этой площади для города. Нужно было понять, какой характер придать именно вот этому месту, именно вот этой площади. Поэтому задача стояла для нас, мы поставили достаточно сложную задачу. С одной стороны, площадь центральная, площадь официальная, рядом дома правительства, памятник Ленину. Понятно, что эта площадь изначально была предназначена для проведения серьезных торжественных официальных мероприятий, но при этом площадь нужно социализировать. И очень важна была именно рекреационная составляющая. И, безусловно, для такого города, если делаешь такой знаковый городской элемент, безусловно, он должен нести в себе именно идентификационные черты, качества. То есть, да, это Якутск, это якутская культура, это элементы якутской культуры и сигнал в космос всему миру, да, что мы здесь, что мы такие. Ну, наверное, да. Этим мы руководствовались, ну а потом это уже чисто технические моменты, как это правильно и красиво реализовать. Мне кажется, или памятник Ленина там, убран, смещен акцент от памятника Ленина, да? Нет, ни в коем случае. Именно относительно, что касается памятника Ленина, мы как раз наоборот старались полностью его не то чтобы сохранить, но сохранить практически все элементы, которые его окружают, то есть эти гранитный постамент. И рисуя именно вот это вот кольцо, мы сделали эксцентриситет самого кольца, то есть смещение узкой стороны кольца в сторону Ленина, чтобы визуально и физически направить взгляд именно на памятник Ленина, и ориентация идет именно не потому, что это символ того, что любит там часть населения. Это символ места, это символ названия, это название места. Поэтому это история. А расскажите о своей компании, как вы организовались, ваш консорциум? Ну, сначала компания, собственно, от нашей компании. Но мы организовались достаточно давно, мы организовались относительно маленького архитектурного кооператива, который возник сразу еще в советское время, когда только вышел закон о кооперативах. И вот, то есть с 1987 года, то есть уже больше 30 лет, мы достаточно успешно практикуем, делаем много проектов, в основном где-то на 90% наши проекты и реализованные объекты в Москве, но у нас много проектов и по России. Когда мы решили участвовать в этом конкурсе, у нас мы подружились с нашими прекрасными коллегами из Якутска, из Якутпроекта, вот Иван Ильич Шишигин, прекрасные его коллеги Николай Николаевич, Иннокентий Афанасьевич. То есть мы с ними, они нам очень сильно помогли, и когда мы, собственно, придумывали основную идею, вот эти советы и знания места, ощущения места, понимание места для нас оказались просто бесценными. И это было очень важно, и сотрудничество было очень хорошее. Что касается Якут-проекта, я думаю, Иван Ильич может рассказать. Расскажите, пожалуйста, из какого материала будет создан главный объект в виде ожерелья? Ожерелье мы предполагаем, что это все-таки будет создано из бетона, причем из бетона высокой прочности, причем нижняя поверхность вот этого кольца, мы предполагаем, что она будет покрыта металлом, таким золотистого цвета, возможно, это будет бронзированный металл, что-то в этом роде, и с просвечным рисунком, который будет, собственно, повторять петроглифы Средней Лены. А это откуда, по заказу, да? Нет, что значит по заказу?
по заказу будет изготовлено. Да, конечно. Ну, конструкция, на самом деле, сложности в самой конструкции, бетонной конструкции, особенной сложности нет. Это относительно тонкостенная бетонная поверхность. А элементы отделки, безусловно, они будут заказаны. Должны быть заказаны. У вас тоже какое впечатление сложилось вот от этого конкурса? Хотелось бы вашу сторону тоже услышать. Ну, во-первых, мы благодарим наших коллег по резерву, да. Мы от этой нашей совместной работы, конечно, каждый раз получаем огромный опыт, как говорят у нас, век живи, век учить, да. Ну, сам авторитет Владимира Ионовича, да, это для нас будет как бы двигатель идей, двигатель, ну, как бы переедущих паровоза, да. Ну, мы хотели бы еще добавить, по словам Владимира Ионовича, у нас идея была такая с самого начала, да, все-таки мы местные архитекторы, живые свидетели реконструкции площади еще советского периода. Я лично был участником еще в 70-х годах, 90-х годах, начало 2000-х, да. Поэтому хотелось бы внутри было желание у нас местных архитекторов, как-то вот это наш монументализм советского периода, как бы сочетать требованиям, вызванным современного времени, да, и превратить его как-то демократичнее, да, в то же время официальное, да, и в то же время сохранить идентичность вот нашего, именно якутской, да. Поэтому рады, что у нас получилось, да, и нас оценили, как сказать, по заслугам. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Также можете взять, пожалуйста, комментарии у Марии, немножко место поменяем или так же будем стоять? Всем удобно? Давайте немножко, когда так у нас победители. Победители там. Да, вот давайте на сцену победителя. Рядом сами просто. Так, боком встану, никого не Что, будете задавать вопросы или как? Вообще, как возникла мысль объявить всероссийский конкурс? Ну, Размах большой. по идее, вопрос по обновлению Камеры площади здесь? Ленина уже стоит давно. И в этом году, по поручению главы Арсена Сергеевича Николаева мы, как инициатор и как ответственные за комфортную среду нашей республики, взяли на себя ответственность и объявили конкурс всероссийский. Сколько всего было заявлено участников? Заявок было 25 из 3 выпусков. Оттуда выбрали 3 финалиста. И да, 3 финалиста. И как отобрали именно 3 финалистов из такого большого количества заявок? Там был первый этап, там, смотря от опыта участника, от реализации проекта, анкетирование было целое. А лично вам какой проект больше всех понравился? Да, мне проект лидера консорциума больше всего понравился. Почему именно он? Ну, он более-менее как говорят, как все сказали, да, площадь должна быть узнаваемой, должна быть уникальной, оригинальной. Я думаю, первый проект больше всего подходит. Что же, конкурс завершен, но это же не конец. Я думаю, что в дальнейшем будут еще конкурсы проводиться. Какие-то планы, перспективы у вас уже есть? Планы, перспективы у нас есть. У нас до 3 лет все расписано, но об этом уже как-то попозже. А как вы считаете, площадь Ленина утратит свое значение как средство массовых мероприятий? Потому что данный проект говорит о том, что 10 тысяч народу, когда они вместятся теперь. Но это просто первоначальный вид. Потом в ходе работы все равно там будут учитываться все пожелания
жителей, все пожелания администрации. Посмотрим в итоге, как будет площадь. То есть все-таки будет, да, Ну, что-то интересное для масс. да, будет.